У жителей Барсуков, которые живут вблизи Сунжи, в этом году стало на одну фобию меньше. Они могут не переживать, что воды выйдут из русла и затопят их дома и дворы. Пару дней назад была завершена работа по укреплению и углублению реки на этом участке. Были проблемы в 2004 или 2003 году. Были проблемы. Прямо во двор, в подвалы вода прошла. Именно после этих событий в 2003 году и была построена берегоукрепительная стена. Простояла она 12 лет, а в период прошлогодних паводков не выдержала. Около 20 метров бетона и арматуры забрали с собой воды Сунжи, в результате чего русло реки размыло, и жители близлежащих домов были под угрозой подтопления. Вода тогда поднялась на 10 сантиметров выше подпорной стены. Ввиду того, что была вероятность затопления порядка 30 жилых домов на данном участке, по указанию главы нами было предприняты меры по устранению этого нарушения, и в считанные несколько недель данные работы нами были проведены в полном объеме в соответствии с требованиями строительства. Все нарушения были устранены, также были проведены руслорегулировочные работы, было расчищено русло дополнительно, чтобы в случае паводка данная зона затопления не была повреждена вновь. Проверить качество проведенных работ приехал глава правительства республики. Владимир Сластенин осмотрел площадку, отметил, что до периода паводков остается все меньше времени. Он наступает обычно в начале мая и проходит вплоть до середины июня. А с учетом того, что в ближайшие дни на территории республики ожидаются сильные дожди, работы завершены как раз вовремя. 20-я арматура вместо 14-й, которая была раньше. Количество арматуры вдвое больше установленных мер. Тимур Наилевич может проверить, подтвердить. Русло регулировочные работы также проведены. Произведено дополнительное углубление, чтобы в случае увеличения на эту сторону у нас паводок не пошел. И здесь также проведены берегозащитные работы. Владимир Сластенин отметил, что необходимо очистить русло реки от бетонных элементов, которые остались здесь от строительства дороги, так как они меняют направление движения воды, а при сильных дождях даже могут быть унесены течением. Также премьер обратил внимание на необходимость укрепления газа и водопровода, которые проходят над рекой. В прошлый раз, когда вода пошла, получилось, да, что вода ударила туда. Увезут сегодня? Ну, мы организуем, сегодня увезут. Тут еще, вот, кроме того, что уже сделано, надо будет усилить вот этот водовод. Да. Я думаю, что тоже организуем. Это водовод? Да, не газ? водовод. Нет, ближайшая труба это газовая, но она нормально закреплена. А чьи эти полномочия газа по газу? По газу «Газпром», а вода здесь, к сожалению, бесхоз, поэтому это ведение муниципального района. Ну, все-таки ведение муниципального района. Да, но мы с вашей, да? Да, мы с Мусой Ну, уже вы обсудили. укрепите, потому что в прошлый паводок у нас водовод аж по магазу сорвало. Мы хотим вот здесь обрезок, Владимирович, и оттуда подадим там где-то километров, не километров, где-то метров 600 нам надо водопровод протянуть. Ну, а когда вы это будете делать? Ну, сейчас, в ближайшее время сделаем. Подготовительные работы в период паводков проводятся на всей территории республики. По данным министра природных ресурсов и экологии Магомеда Евлоева, сотрудники МЧС совместно с Минприроды и муниципалитетами осмотрели и очистили около 95% русел рек республики. На остальных же 5 планируется завершить работы в ближайшее время. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.